Это мой дядя Шарипов Рахимулла Шарипович. Он воевал вместе с Мусой Джалилем. Так Маулид Шакиров вспоминает родного дядю. Из деревни Мумашир на фронт Великой Отечественной Рахимулла Шарипов отправился в 41-м. Через 2 года попал в легион Идель-Урал и вел подпольную работу вместе с поэтом-героем Мусой Джалилем. В тот же год героически погиб. Сегодня имя Рахимуллы Шарипова увековечили. У этих погибших, вот, которые вернулись, у них есть здесь могилы в нашем кладбище, а которые не вернулись, у них ведь нет могил. Мы будем переходить сюда. Всего из деревни Мумашир за Великой Победой в бой ушли 465 солдат. Из них 192 так и не вернулись в родные края. Почтить память павших пришли всем селом. На мемориальной доске нашлось место и тем, кто воевал в Афганистане. Нас 4 ребят ушли в Афганистан, все 4 вернулись. А вот сегодня свои имена видим на доске памяти. Значит, помнят нас, а это очень приятно. Это здорово, что историческая память у нас сохраняется. В рамках этого проекта мы в этом году оцифровали все обелиски, все памятники, связанные с Великой Отечественной войной. В деревне Мумашир уже был памятник воинам. Располагался он буквально в 20 метрах от нового. А сейчас здесь развернулся целый парк отдыха. Есть и детские площадки, и даже специальный спортивный инвентарь. Все это стало возможным благодаря федеральному гранту. К почти 3 миллионам сельчане добавили и средства самообложения – порядка 600 тысяч рублей. Население охотно помогает, естественно, потому что эта красота всем нравится, потому что у нас каждым днем район растет сегодняшний день. Сегодня же в рамках федерального гранта в соседнем селе Березняк открыли еще один памятник героям Великой Отечественной. Этими значимыми открытиями кукмарцы завершают год 75-летия Великой Победы. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Кукмарский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.